На календаре 13 апреля. Чувашский национальный конгресс в рамках федерального грантового проекта «Национальное достояние народа в достоянии России» находится в Тетюшском районе Республики Татарстан. Сегодня здесь проходит научно-практическая конференция, торжественные и праздничные мероприятия, приуроченные 170-летию великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. 13 апреля делегация Чувашского национального конгресса выехала в Тетюшский район Республики Татарстан. Здесь состоялись праздничные мероприятия, посвященные юбилею нашего земляка, великого педагога-просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Делегацию конгресса возглавил президент Чувашского национального конгресса, руководитель федерального грантового проекта Николай Федорович Угаслов. В селе Кошки Новотимбаева Тетюшского района Республики Татарстан 170 лет назад родился тот, кому суждено было войти в историю не только своего чувашского народа, но и всей страны. Открылись памятные мероприятия митингом у бюста Яковлева. Глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиулов отметил значимость юбилея не только для духовной жизни Тетюшского района, Республики Татарстан, Республики Чувашия, но и для всей России. И подобрать слов даже таких для такого великого человека, наверное, даже сложновато. Почему? Потому что это человек, который сделал, создал, конечно, оставил после себя столько строил, столько делал. Это человек мирового уровня, не только российского масштаба, потому что, когда начинаем его изучать, его знают все абсолютно. Затем предоставили слово общественному деятелю, президенту Чувашского национального конгресса Николаю Угаслову. И год у нас Иван Яковлевич Яковлева. Это начинаем мы здесь, отсюда. И, на начало есть, уже, но здесь сегодняшние дни, это еще начало будем говорить. И целый год мы будем чествовать своего патриарха. Спасибо большое. С праздником. Много проникновенных слов было сказано представителям Совета старейших при главе Чувашской республики, Совета региональной общественной организации Ассамблеи народов Чувашии Львом Кураковым. Я хотел бы от всей души, от всего сердца, от имени всех народов, проживающих в нашей республике, сказать большое спасибо всем, потому что Иван Яковлевич Яковлев, он сын чувашского народа. Для чувашей очень много сделал. На собственные средства тысячи школ строил. Обучал детей, ничего не жалел, отдавал без остатка свое здоровье, свои финансовые средства на просвещение родного народа. В завершении митинга к бюсту Яковлева были возложены живые цветы. Гости праздника ознакомились с духовным наследием патриарха в музее имени Яковлева и в местной школе. Сегодня мы многое со сцены, на площадке Кошки Новотимбаева перед его бюстом слышали хороших слов. Добавить к ним можно лишь то, что заветы, духовные завещания Ивана Яковлевича Яковлева нужно исполнять во что бы то ни стало. Это как дважды два, я уже говорил как-то об этом. Это должна быть заповедь. Заповедь для всех чуваш, для всех христиан, для всех нормальных людей, живущих в этом мире. Праздничные мероприятия продолжились в районном центре. Почетных гостей на площади перед районным домом культуры с хлебом-солью встречали татарские, русские, мордовские, чувашские творческие коллективы. В Тетюшском районном доме культуры состоялась научно-практическая конференция «Наследие Ивана Яковлевича Яковлева. Достояние цивилизованного мира». С приветственным словом к участникам конференции обратился глава Тетюшского района Рамис Сафиулов, отметив актуальность идеи чувашского просветителя и в наше время. Гостей мероприятия поздравил президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов. Село Кошки Новотимбаева. Дань или же уважение, или все, преданности делу Ивана Яковлевича Яковлева. Я считаю, что там школа не должна, уничтожаться или не должна
закончить. И считаю, что вот если мы там создадим гимназию, всечувашскую гимназию, всех регионов туда будут собираться, из Татарстана. А в Татарстане, слава богу, пока более 120 тысяч чуваш проживают, учатся. Вот. И в Тетюшском районе. И плюс Чувашская республика. На примере жизни Ивана Яковлевича Яковлева, я уверен, там будут выходить лучшие ученики оттуда. И это есть, это и будет будущее чувашской нации, и не только, и Российской Федерации. Я вот так считаю. Жить, по словам Яковлева, значит быть в первую очередь настоящим человеком, любить свою семью, свою землю, свой народ, свою родину, отметил Лев Кураков. Большое искреннее спасибо Таймабусь, Давдабусь, Зур-Рехмет за то, что вы воспитали такого сына, который определил судьбу народа на тысячелетия вперед. Система Ивана Яковлевича Яковлева, она должна быть намного больше изучена, так как мы очень хорошо знаем, как работал Антон Семенович Макаренко. Но когда начинаешь читать произведения Яковлева, то видишь, насколько они перекликаются. То есть в то время Иван Яковлевич поставил так организацию воспитательного процесса в своей школе, что мы можем говорить о системе коллективного воспитания, которая в последующем была у Антона Семеновича Макаренко. Более того, я не боюсь этого слова сказать, Иван Яковлевич Яковлев своей величайшей педагогической деятельностью смог сохранить чувашский этнос. За заслуги перед чувашским народом президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов наградил главу Тетюшского района Рамиса Хатыповича Софиолова и руководителя Чувашской национально-культурной автономии в Тетюшском районе Володара Аркадьевича Тимофеева почетной грамотой Конгресса. Он выразил огромное признание за теплый прием большой делегации из Чувашской республики, гостеприимному руководству и жителям Тетюшского района. Я мечтаю о чем? Я мечтаю, остается мечта, сбывается, дай Бог, вот 175-летию сам Владимир Владимирович Путин, чтобы мог приехать и посмотреть. Вот это было бы здорово, правильно? Конечно, сегодняшнее праздничное мероприятие, посвященное 170-летию рождения нашего великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева, не прошло бы без участия всех нас самих, прежде всего наших великих чувашских просветителей на сегодняшний день и руководителей республики. Зимой, я помню, то есть Лев Пантелеймонович сам говорил, то есть они приезжали сюда, делегации, договаривались о предстоящих празднествах здесь, и затем, то есть после нескольких плодотворных встреч, разговоров, обсуждений, мы собрали такой большой коллектив, состав делегации из Чувашской республики и приехали на празднование 170-летия сюда, в деревню Кошкиново-Тимбаево и город Тетюши. Кульминацией этого праздничного дня стала, то есть, научно-практическая конференция. В последнее время редко где можно видеть такие объемные научно-практические конференции, где представлены ученые, известные деятели культуры и образования, обсудили, то есть, многие вопросы, связанные с Иваном Яковлевичем Яковлевым, и наметили дальнейшие пути развития. И здесь, несомненно, то есть первым шагом это станет создание нового учебного центра здесь, в этом районе. Это будет большим плюсом. Жизнь и деятельность Ивана Яковлевича Яковлева напрямую полностью связана была именно достоянием народов, достоянием чувашского народа, просвещением и дальнейшим развитием народа, прежде всего чувашского народа, развитие дружбы между всеми народами. Это вся его деятельность связана и напрямую нас касается. И, безусловно, вот благодаря такому, значит, замечательному гранту президента Российской Федерации мы как раз у нас есть возможность провести вот эти мероприятия. Это здорово. И здорово, что такой грант есть, и уверен, что вот такие у нас мероприятий еще впереди много будет. Торжественные и официальные мероприятия завершились концертной программой, представившей богатую палитру национальных культур – татарские, русские, мордовские, чувашские коллективы.
Репортаж подготовлен Зоей Яковлевой, Еленой Светлой.